Праект «Беларус беларусу» для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы і для тых, хто хоча і можа дапамагчы. Цяпер у Беларусі складаны час. Калі вы глядзіце гэтае відэо, невядомыя могуць ламаць лёс кагосьці з нас, вашага сябра ці каханага чалавека. Іх не спыняюць нават цяжарныя жанчыны і дзеці. Так адбылося і з нашымі героямі. На сегодняшний день у нас 6 детей. Ну, мы, в принципе, знали, что у нас будет огромная семья. Но вот потихоньку движемся к своей цели. У нас была цель 10 детей. Уже, как говорится, половина достигнута. 6 есть. Даст Бог, еще 4, и наша мечта сбудется. Увидите, вот так вот у нас первых дней. Вот так вот. У меня как раз вот было, получается, 40 недель. И мы в тот же вечер с мужем собирали сумки в роддом. То есть он даже меня гладил, стоял. Я думаю, он выйдет вот на 5 минут буквально. А ушел, получается, вот на 12 суток. С друзьями встречались во дворе. В один момент подошли к нам люди. Мы их видели, конечно, и спросили, что вы тут делаете. Надоели вы со своими флагами. И пошло-поехало. Потом крик: «Лежат на землю, милицию». На вопрос: покажите документы. Так они были по гражданке, но час ночи. Было отказано. Скажу так. Вот он ушел. И у меня вот это время, час, наверное, полтора, я просто вот в своей работе растворилась. А потом я понимаю, что что-то не то. Я смотрю на часы, включаю интернет, и приходит такое сообщение, я вам тоже его могу показать. 5-6 быков молотят несколько человек на улице. То есть я поняла, что там муж мой. Вот именно вот в этот момент я поняла, что он там. Вот больше всего обидно, что ребята сопротивления не оказывали, а мужа жестоко избили и плюс сломали плечо. Дальше сутки. Не сутки, а ночь. В одном РОВД день, во втором РОВД, потом Окрестина. Вот 3 дня его не было ни в одном списке Окрестина, ни в одном. Мы просто начали искать с ребятами, начали звонить Жодина, Барановичи. Его нигде не было. Я думала, что он где-то уже в лесопосадке висит. У меня были такие мысли. Даже на суде это указывал, что 5 детей, что жена должна уехать в роддом. Даже если там спрашивал штраф и так далее, мне сказали сутки. 12 суток. Я говорю, хотя бы дайте месяц уже съездить домой. Жену проводить. Через месяц, как говорится, со срочки. Мне было отказано. И 12 суток я смелся за каждого ребенка по 2 суток. Якобы на митинге задержали мужа. Я говорю, он вышел в шортах, в майке. Все дома. Какой митинг? Первый шаг, попросить о помощи, это очень-очень тяжело. И получается, надо себя перебороть, осознать, что в какой-то сейчас находишься ситуации, как тебе тяжело, как тебе из этого всего вылезти. Наверное, больше волновался за семью, чем за себя. С собой все понятно, но и находишься в информационном вакууме, что там происходит дома, что происходит с семьей, с родными. Наверное, больше это волновало. Буквально в тот же вечер уже начали к нам люди приезжать. И приезжали люди, они нас поддерживали. Кто-то привозил продукты. Мы не были одни. К нам приезжали байкеры, доктора, приезжали волонтеры. Батюшка с Пинска приехал, привез 2 коробки, привез продуктов. Мы долго очень общались. Он говорит: пожалуйста, я вас очень прошу, не падайте духом, вам надо держаться, у вас много детей. И вот это все, получается, нам привозили люди. Все полностью, продукты, соль, мука. Доставка привозила. И мы, конечно, благодарили. Мы начинали звонить по этому длинному номеру, что там шло в этих всех документах. А оказывалось, что это люди вообще за границей. Они потом сами уже на связь к нам выходили. И мы уже благодарили. Вот еще закатки привезли. Много-много. Просто, знаете, как это самое, наверное, дорогое, что люди просто приходили поддержать. И мы очень сроднились, мы подружились, мы общаемся.
Маргарита, Никита, Ира, пойдем. Ну, девочек по чуть-чуть, это по самое... Я про что и говорю. Иди в снег вытри руку. Вот 12 суток мои прошли. Я вернулся домой. Дочка еще не родилась. Ждали Настя, родилась Вера. Вот. Ну, такие дела. Так что успел и в роддом проводить, и с детьми побыл этот период на больничном, правда. Ну и вот встретили всей семьей, съездили с роддома. Ура, ура, ура! Попка, попка, огуречек, попка, попка, огуречек. У меня прекратился сон, то есть я практически не спала, вообще не спала. Я даже не знала, что так можно вообще не спать. Я, когда приехала в роддом, я просто легла спать. Я спала, у меня воды утром отошли. Я говорю, а можно я еще часа 3 посплю? Они, конечно, в шоке были. Ну, как бы врачи все знали, все понимали, они читали о нас, приняли меня очень тепло и хорошо. Да, там, и в отдельную палату, и я просто высыпалась. А потом я в один момент проснулась и говорю, все, я уже готова, я готова родить. 25 минут у меня Вера на груди. И вот все, кто к нам приезжал в гости, говорили, мы верим, 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 верим. И все. Ну, конечно, вера. Ну, вот вера и все. И я все время так вот, мы верим, мы верим. Я даже вот когда гладила животик, говорю, доченька, мы верим, верим, верим. И я реально поняла, что, конечно, вера. Ну, какая ж Настя? Мы все верим, мы все ждем, мы верим. Вот и получилась у нас Верочка. Чекали Настю, она родилась Вера. Вера в нашу перемогу. У светлую будущую. Я много лет работаю фотографом в детских садах, школах, а также в студии города Минска. Очень много моделей. И, получается, всегда мечтала тоже побыть моделью. То есть это у меня была такая мечта, то есть, что там будет мне сделать прическу, мне сделают маникюр. Вот. Я оденусь красиво и тоже побуду такой же моделью, как и все мои модели, которые были у меня на съемках. У такую гісторію може трапіць кожны беларус. Муж Алены Ігар атрымаў за апошні месяц заробак 150 рублёў. Калі вы хочаце і можаце падтрымаць Алену і яе сям'ю і стварыць для іх маленькі калядны цуд, звяжыцеся з намі.